нас гости. Ребята, а это я ломаю дверь. Телефон прямого эфира «Радио Болтком» 672 12 93 и 9. Да, мы начинаем нашу работу в прямом эфире. У нас в этом часу человек, которого в особом представлении не нуждается, это премьер-министр Валдис Домбровскис, объединения Вена, Тыба, Единство. Добрый день. Добрый день. Да, конечно, хотелось о многом спросить, но начнем с той темы, которая сейчас не сходит ни с газетных полос, ни с лент информационных агентств. Это, конечно, тема Air Baltic. Все мы в той или иной степени пассажиры, регулярно летаем, и, конечно, все встревожены этой ситуацией. Мы знаем, что началась бурная полемика, здесь, видимо, связанная и с предвыборной риторикой, и целый ряд политиков заявили о том, что правительство не очень эффективно реагирует и никак не может справиться вот с этой ситуации в Air Baltic. Вот из первых уст сейчас попытаемся услышать. Господин Домбровский, что делает правительство, и принимаете ли вы упреки, что вы бездействуете, не очень эффективно здесь работаете? Значит, правительство все решения приняло уже 3 недели назад. Мы приняли решение, что мы готовы вступить в ситуацию, решать финансовые проблемы Air Baltic, но ясно выдвинули условия, при которых, то есть смена председателя правления Air Baltic, смена акционерного договора, ряд других условий. Что сейчас происходит, что другой акционер, Baltijas Aviation Systems и также Flik, просто тянет время, не отвечает на это предложение. Не знаю, наверное, дожидается выборов, может надеяться, что после выборов для них будет более благоприятная финансовая ситуация, надеяться, может, на какую-то коалицию олигархов. Мы знаем, что сейчас также ведется всякого рода полностью деструктивные акции со стороны Флика, как срывание рейсов, что можно рассчитывать, в принципе, так же, как черный предвыборный пиар с целью подействовать на результат выборов. То есть вы думаете, что это все-таки взаимосвязана отмена рейсов? Это ведь не то, что всякие разные неофициальные слухи ходят, что якобы рейсы не заполнены, поэтому они отменяются? Такие действия нужно планировать своевременно. В этом случае это делалось просто без любого предупреждения, с неуважением к клиентам Air Baltic. И, конечно, от этого наносится как прямой, так и косвенный ущерб компании Air Baltic. И сделано это как раз господином Фликом. Я так понимаю, что правительство подало все необходимые бумаги и в правоохранительные органы, в прокуратуру, в КНАП, я так понимаю, это тоже было сделано, да? Министерство сообщений уже обратилось в прокуратуру в связи с возможными закононарушениями Флика и также подала в суд требования насчет запрета действий с акциями и сейчас рассматривает, подать ли новые требования или обстридает, оспорить решение районного суда. А я хотел вот что спросить, считаете ли вы, что можно было срочно дать какую-то сумму денег, чтобы стабилизировать ситуацию? Или пока находится этот менеджмент, этот руководитель, вы не рискуете давать деньги? Я имею в виду правительство, разумеется. Мы готовы, вложить в средства Air Baltic, но мы выдвинули ясные требования, в том числе по смене председателя правления Air Baltic, Флика, поскольку он довел компанию до огромных потерь. В прошлом году, когда мы решали также вопрос о повышении капитала Air Baltic, решение правительства было положительным. Флик предоставил нам бизнес-план, по которому как в прошлом году, так и в этом году Air Baltic должен был работать с миллионной прибылью. Мы видим, что вместо миллионной прибыли огромные потери, и государство уже как акционер выражило недоверие этому менеджеру. И, соответственно, требуем созвать заседание акционеров с пунктом о смене председателя правления Air Baltic. Но мы знаем также, что, желая затягивать ситуацию, господин Флик также отозвал своих членов Совета Air Baltic. Тем самым Совет, все принятие всех решений. Совет не может принимать никаких решений. Но в соответствии с коммерческим законом акционерное заседание может рассматривать те вопросы, которые получили одобрение Совета.
Хотел вот что у вас еще спросить. Вот разные идеи звучат. Многие говорят о том, что вот, может быть, избавиться нужно от Air Baltic, продать госпакет на бирже. Вот такая идея звучит. Другие говорят о том, что государство может создать какую-то другую национальную авиакомпанию. Вот как вы к этому относитесь? Ну, я считаю, что Латвия должна быть национальная компания. С таким названием и с этим партнером, или с другим названием и с другим партнером, это, конечно, в первую очередь зависит от позиции Baltijas Aviation Systems. Что касается продажи акций государства в Air Baltic, то такую опцию мы тоже рассматриваем, но сейчас наблюдается очень большая диспропорция. То есть другая сторона считает, что их акции Air Baltic стоят очень дорого, а государственные акции Air Baltic почему-то вообще ничего не стоит. И, конечно, при такой диспропорции об этом мы говорить не можем. То есть, если есть возможность, и у консультанта Prudential такой мандат есть, договориться о нормальных условиях продажи, также части государственных акций, то такой вариант мы тоже готовы рассматривать. Но, подчеркиваю, нормальные условия продажи, а не как бы отдать их за даром, как это сейчас хотит другая сторона. Так, чтобы действительно не говорили только об Air Baltic, потому что много интересных событий происходит. И тот вопрос, который очень часто задают радиослушатели в своих звонках сюда и в СМС-сообщениях, что вроде бы кризис, по крайней мере, тяжелый этап позади, но, к сожалению, пока люди еще не ощутили улучшения. Как вы прогнозируете, когда действительно более-менее ситуация наладится и с точки зрения уровня жизни, когда мы увидим хоть какой-то подъем уровня жизни? Ну, я бы сказал, это очень индивидуально. Что касается экономики, то мы знаем, да, у нас прирост экономики. В первом полугодии экономика выросла на 4,6%, производство выросло на 11%, экспорт на 37%, то есть действительно прирост экономики есть. Но касательно того, как конкретный человек чувствует, преодолен ли кризис или нет, это, конечно, очень индивидуально. Мы знаем, что сейчас безработица уменьшается, то есть те люди, которые находят работу, получают новые возможности, могут говорить, да, для меня а может, они просто уехали, закончился. Нет, или все-таки? Для тех, кто еще без работы, да, конечно, они этого улучшения в своей личной жизни не чувствуют. То есть важно продолжать работать над тем, чтобы развитие экономики было и безработица уменьшалась. Что касается показателей по уменьшению безработицы, то пик безработицы был в марте прошлого года 17,3%, сейчас 11,8%. И вопрос, почему уменьшается безработица? Может, люди уезжают, может, просто перестают регистрироваться как безработные, поскольку не могут больше получать пособие, то мы видим, что также с периода, значит, с марта прошлого года создано порядка 100 тысяч новых рабочих мест. То есть безработица уменьшается в основном как раз за счет создания новых рабочих мест. Угу. У нас очень много звонков, одевайте наушники, давайте примем первый звонок. Добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Вы знаете, у меня вопрос к Домбровскису. Да, пожалуйста. Вы знаете, ни в одной стране мира не снимается налог с пенсии. Вы знаете, вы меня извините за мою нескромность, я получаю вшивую пенсию, и с нее еще снимается налог. Я отработал столько, сколько вы вообще прожили на этом свете. Угу. Ясно, да, но этот вопрос тоже часто задается. Налогообложение с пенсии, может быть, чуть проясните ситуацию. Да, выше 165 латов, да, снимается налог. Значит, действительно, с пенсии, как и с другого дохода, собирается подоходный налог с населения, но именно так необлагаемый минимум для пенсий гораздо выше, то есть 165 латов, и пенсии ниже 165 латов не облагается налогом. И также не облагаются налогом те пенсии, которые присвоены до 1995 года. Изменений как раз в этой сфере во время кризиса не было. Если необлагаемый минимум для работающих мы уменьшили как кризисную меру, то необлагаемый минимум для пенсий мы сохранили на том же предкризисном уровне. То есть здесь никакого ухудшения ситуации не было.
Если так уж мы затронули пенсии, тоже не могу не спросить, на ваш взгляд, есть ли у вас тревога по поводу вот этого стабильности социального бюджета? Потому что одни политики во время выборов говорят о том, что нет, все в порядке, мы даже можем индексировать пенсии, деньги есть, другие говорят о том, что ой-ой-ой, через несколько лет у нас не о чем будет платить пенсии. Какова ситуация, как вам кажется, и что нужно сделать, чтобы все-таки социальный бюджет не был под угрозой? Да, я думаю, здесь не нужно принимать такие крайние решения ни в одну, ни в другую сторону. То есть правительство одобрило мероприятия по сохранению долгосрочной финансовой стабильности социального бюджета. То есть эти решения уже приняты, часть из них также уже одобрена Сеймом. С некоторой частью придется заниматься 11-му Сейму, но в любом случае меры по обеспечению долгосрочной финансовой стабильности социального бюджета у нас принимаются. То есть социальный бюджет у нас будет стабилен и пенсии будут. Но, конечно, мы также должны смотреть на реальные бюджетные возможности. И, конечно, есть политики, которые перед выбором хотят говорить, да, мы вот сейчас будем индексировать пенсии, несмотря на то, какова реальная ситуация в социальном бюджете. А в социальном бюджете у нас было накопление 950 миллионов латов, и все это накопление уже к концу следующему году будет потрачено. И в 2013 году мы уже идем в минус. То есть, действительно, мы должны думать о долгосрочной финансовой стабильности социального бюджета, и меры для этого уже принимаются. Что касается переговоров с МВФ, будет ли новый раунд переговоров и возможно ли перекредитация? Я помню, что именно вы говорили о том, что надо все-таки нам, чтобы как-то быть более свободными, при формировании бюджета надо перекредитовываться в других структурах. Какова сейчас ситуация? Да, мы считаем, что мы должны закончить программу стабилизации экономики Латвии и программу международного займа, как планировалось, 22 декабря этого года. То есть у нас будет еще последний раунд переговоров с международными кредиторами в основном насчет бюджета 2012 года, где мы должны уменьшить дефицит меньше 3% от ВВП. И после этого мы оканчиваем программу, то есть возвращаемся, как все нормальные страны, в международные финансовые рынки. И в 2014-2015 году, когда идут основные суммы, которые мы должны оплачивать, этот международный кредит, который мы получали, мы перекредитируем его в международных финансовых рынках. Мы знаем, что Латвия уже вернулась в июне этого года международные рынки с эмиссией $500 миллиарда, и довольно успешно процентные ставки были даже ниже, чем перед кризисом. То есть, в принципе, вы считаете, что это позволит нам и перекредитоваться в результате? Да. И такой вот, чтобы тему бюджета, что касается консолидации, пока сложно сказать об общей сумме консолидации. Может, я помню, что фигурировала сумма 100 миллионов, 120, может быть, 140. Общий объем консолидации по нынешним прогнозам это порядка 100 миллионов латов. Мы знаем, что сейчас можно пересмотреть темп прироста экономики этого года. Если мы составляли бюджет с прогнозом роста экономики 3,3%, то сейчас в первом полугодии уже было 4,6%, и за год мы можем прогнозировать порядка 4,5%. Министерство финансов эти подсчеты ведет, но это будет порядка 4,5%. То есть объем консолидации будет несколько меньше, чем раньше планировалось, и это порядка 100 миллионов латов. Давайте еще один звонок примем. Добрый день, слушаем вас внимательно. Добрый день, Андрей. Да, слушаем вас. Господин Домбровский, вот вчера от мэра Риги слышал, что они поровну поделили свое рекламное время и в латышских, и в русских средствах. И так как я чувствую, точнее, слушаю, в общем, только радио Болтком, другие средства массовой информации не смотрю и не слушаю, у меня создалось впечатление, что здесь, так сказать, оккупанты собрались из согласия, только они рекламируются. Про вас говорят, что вы тоже пошли к русскому избирателю, чтобы, так сказать, от безнадеги получить русские голоса. Вам что, кредитную линию не дали на радио Болтком? Понятно.
речь, наверное, я бы поставил так, переформулировал вопрос, наверное, вопрос о том, на каких избирателей, не знаю, рассчитывает единство, может быть, на молодежь и на предпринимателей. Как вы вообще своего избирателя представляете? Вот так, может быть, я бы расширил вопрос. Ну, в первую очередь мы рассчитываем на того избирателя, который следит за политическими процессами, и партии оценивает не по их предвыборными обещаниями или предвыборными рекламами, а как раз по тем работам, которые были сделаны до сих пор, и насчет того, насколько реальна программа партии в следующий период. Ну, у нас основное предложение касается стабильного развития экономики, развития производства и экспорта, и на это предлагается как раз принимать ряд мер для обеспечения стабильного роста экономики и, соответственно, роста благосостояния населения. Ну, что касается рекламной кампании, то рекламная кампания у нас в основном проходит в радио. Да, в радио Болтком мы не рекламируемся. Также есть много рекламы, ну, как бы рекламных плакатов. И также есть реклама на русском языке, в основном, которую мы проводим в Латгальском регионе. Я хотел спросить по поводу экономики. Конечно, все мы находимся в Европейском Союзе, естественно, волнуемся по поводу того, что происходит на юге Европейского Союза, и Греция, Италия, Испания. Я думаю, что вы тоже анализируете эти процессы. Значит ли это, что есть риск какой-то второй волны кризиса, и вот многие противники перехода на евро в 2014 году как раз говорят о том, что упрекают вас, что вот вы торопите в зону евро, а там вот видите, что происходит. Вот как бы вы это прокомментировали? Да, ну, то есть мы сохраняем цель присоединения Латвии к еврозоне в 2014 году. Ну, во-первых, мы не рассматриваем нынешний кризис как кризис еврозоны или кризис евро. Это скорее финансовый и экономический кризис в некоторых странах еврозоны, которые не соблюдали основные законы экономики, как, между прочим, Латвия не соблюдала основные законы экономики и попала в кризис без всякого евро. И сейчас мы видим, что Евросоюз принимает меры по преодолению этого кризиса, введение механизма санкций и контроля за фискальной политикой стран еврозоны. Ну, расширяется пакет финансовой помощи тем странам еврозоны, которые сейчас находятся в финансовых трудностях. И я думаю, к 2014 году эти проблемы будут уже, ну, в основном решены. У нас тут по двум линиям звонки. Добрый день, слушаем вас. Добрый день. Добрый. Господин Домбровский, вот объясните такую вещь. Вот ваша партия всегда говорит о консолидации. Вот как понять понятие этой консолидации? Вот если я живу в многоквартирном доме, плачу арендную собственность за аренду земли владельцу земли и еще оплачиваю его налог на собственность. Но это вообще выходит из всех рамок. Это, ну, узаконенная кража. О какой консолидации можно говорить в данном случае? Да, ну вот это действительно проблема, когда под многоквартирными домами, очень часто в Риге это, конечно, проблема, оказывается, что собственник частное лицо, и мы знаем, сейчас потолки вот земельного налога убраны. Вот как бы вы это прокомментировали? Да, ну здесь проблема в следующем. Значит, идет речь о так называемых отношениях принудительной аренды, где земля принадлежит одному лицу и здание другому. К сожалению, в 90-е годы такая ситуация была допущена, и которая сейчас создает проблемы. Раньше, значит, было условлено, что объем максимальной аренды не больше 5% от арендной стоимости земли. Но потом землевладельцы пожаловались в Конституционный суд, и Конституционный суд решил, что да, это, мол, слишком жестокое ограничение. То есть после консультации эта ставка была увеличена на 6%, то есть не 5% от арендной кадастральной стоимости. И если мы сейчас покажем, что мы не оканчиваем нашу программу стабилизации экономики, разрываем как бы переговоры с международными кредиторами,
у нас также будет проблемы с привлечением кредитов из международных рынков, и у наших предпринимателей и жителей будут проблемы также с кредитированием, поскольку финансовая стабильность – это основа для экономического роста. И если мы не обеспечим финансовую стабильность, то мы не сможем удержать экономический рост. Именно поэтому очень важно, чтобы у нас в стране была финансовая стабильность и дефицит бюджета также в международно принятых рамках, что ниже 3% от ВВП. Давайте примем очередные звонки. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день. У меня вопрос к вашему гостю. Да, пожалуйста. Я хотел спросить, вот вы хотите бороться с теневой экономикой, да? А вам не кажется, по правде, не кажется, что если человек, который будет платить все налоги и не будет получать в конверте зарплату, он просто не выживет? Потому что вы обещаете не повышать налоги, но если вы даже не будете повышать налоги, что вряд ли, да, но вы уберете какие-то акцизы или где-то цены повысятся, это то же самое. Деньги все равно не будут оставаться у граждан. Да, это такая большая тема, теневая экономика, что вот в этой сфере происходит, и многие действительно признают, что они вот сами стали участниками теневой экономики, вот потому что нет другого варианта. Да, но что касается борьбы с теневой экономикой, то уже в августе прошлого года мы утвердили план борьбы с теневой экономикой, где порядка 60 мероприятий. Уже примерно половина из этих мероприятий введена, и некоторые большие мероприятия как раз будут вводиться в следующем году, с 1 января следующего года, как начальная декларация доходов, что будет вместе с амнистией накоплений при уплате 15% налога. Также будут приниматься так называемые белые и черные списки предпринимателей, и у тех предпринимателей, у которых не будет проблем с честной оплатой налогов, будут меньше проверок, контролей и так далее. То есть не будет так, что контролируют тех, кто и так все платит, да? А вот как раз ресурс СГД и других структур направить на тех, у которых есть проблемы с уплатой налогов. Что касается конкретно налогового бремени Латвии, то налоговое бремя в Латвии все-таки одно из самых низких в Евросоюзе. И да, программа «Vienotība» предусматривает в следующих 3 годах объявить мораторий на повышение налога, то есть налоги не повышать, в том числе, не повышать также акцизные налоги, и по возможности, по мере бюджетных возможностей уменьшать в основном налоги на труд. Это весьма важно. Что касается, вот здесь партия «Затлес» сделала такое предложение отменить льготный НДС. Видно, имеется в виду, наверное, медикаменты и целый ряд других товаров. Вот как вы к этому относитесь? Как я уже сказал, мы это предложение не поддерживаем. Мы считаем, что нужно вводить мораторий, налоги больше не надо повышать, уже нужно думать о постепенном уменьшении налогов. И что касается как раз НДС и льготных ставок НДС, то об этом у нас были очень большие дискуссии как раз в кризисный период, и мы уже оставили только те льготные налоги, которые действительно социально очень чувствительны, как медикаменты, как книги и пресса, как отопление. То есть мы эту идею партии «Затлерса» не поддерживаем. Еще такой вопрос, который очень важный. Я знаю, что даже одна газета проводила такой конкурс, как привлекать инвестиции. Можем ли мы сейчас привлечь инвестиции? Вы сами сказали, что ситуация довольно напряженная вообще в Европе. И с точки зрения финансовой ситуации, банков и кредиторов. Вот можно ли привлекать инвестиции и какие сферы, как вам кажется? Да, инвестиции мы уже привлекаем. Для этого мы создали новые программы еврофондов, как программу поддержки продуктов с высокой добавочной стоимостью, программу поддержки новых продуктов, ввели систему экспорта кредитных гарантий. Сейчас работаем над созданием программы индустриальной инфраструктуры с целью помочь инвесторам. Ввели с 1 января этого года льготу на
то есть подоходного налога с предприятий на большие инвестиционные проекты. Одобрили также в Совете портов продление срока действия налоговых льгот в свободных экономических зонах. То есть принимаем очень много решений как раз для привлечения инвестиций. Создали совет по координации инвестиций, чтобы потенциальные инвесторы сталкивались с координированным подходом со стороны государства, самоуправлений. Но есть инвесторы, идут, так интересуются? Инфраструктуры. Да. Инвесторы есть. Инвесторы действительно приходят с помощью программ еврофондов. Уже мы создали несколько новых фабрик, заводов, где уже работает и экспортирует. Также, я думаю, уже в течение этого месяца будут два новых решения о приходе новых инвесторов в сфере разделенных услуг. Это тоже одна из сфер, где мы очень активно работаем, чтобы привлекать международные компании для создания центров по разделенными услугами как раз в Латвии. Давайте еще несколько звонков. Добрый день, слушаем вас. Да, это Игорь Рига. Да, вот я хочу к Домбровскому. Да, пожалуйста. Цены растут, пенсий нет. Ну почему такое безобразие? Угу. Ясно, давайте сразу еще один звонок примем, и тогда попытаемся сразу на все ответить. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Да, добрый день. Господин премьер, только что вот сообщение, что Латвия решила выйти из туристической ассоциации. Какие причины и как это на поток туристов повлияет? Ясно. Да, было такое сообщение, что Латвия в Международной ассоциации туризма находилась. Я так понял, что Министерство экономики посчитало, что мы платим, по-моему, 40 тысяч латов, и это никакого нам эффекта не дает. Может быть, это связано с Аэробалтиком. Да, сначала, наверное, видимо, по поводу пенсии, действительно, цены растут. Это, естественно, всех мы ходим в магазин, все видим. Да, что касается пенсий, то мы знаем, что в кризисный период, когда средняя зарплата в госсекторе уменьшена на порядка 20%, пенсии только продолжали расти. И средняя пенсия с 2008 года выросла, на 40 латов. То есть, действительно, мы видим, что когда зарплаты в госсекторе мы уменьшали, пенсии мы продолжали повышать. И, конечно, мы уже говорили о том, что у нас проблемы с дефицитом социального бюджета, и мы должны принимать меры по уменьшению этого дефицита. Но сейчас вопрос в том, чтобы сохранить пенсии в нынешнем уровне, что мы можем обещать, но индексацию мы можем обещать в соответствии с реальными возможностями бюджета. Я думаю, более реально это в 2013 году. Есть ли куда еще сокращать госаппарат? Потому что очень часто все говорят о том, что вот все-таки чиновников еще достаточно много. Как на самом деле происходит? В общей сумме служащих госсектора мы уменьшили 78 тысяч до 62 тысячи. То есть уменьшили на порядка 16 тысяч работающих в госсекторе. И на дальнейшее массовое уменьшение числа госсектора мы сейчас не планируем идти. Мы поставили планку, что в госсекторе должно работать не больше 8% от работающих, и мы к этой цели уже близко. Нужно понимать, что, конечно, также мы должны все-таки госсектор сохранять. Все-таки функции выполняются важные, как, полиция, служба госдоходов, ряд других институций. И уже сейчас мы провели очень значительные уменьшения. Скажем, центральные аппараты всех министерств уменьшены порядка на треть. Число всякого рода агентур уменьшено вдвое. То есть, действительно, уже сделали очень большие уменьшения. Но сейчас, я думаю, больше должны работать над качеством и эффективностью госсектора, а не думать о том, как еще делать массовые увольнения в госсекторе. Остается не так много времени. Давайте еще один звонок примем. Добрый день. Слушаем вас.
Да, я вот хотел задать вопрос. Да, пожалуйста. Какое достойное пособие должен получать ребенок в семье? Вот за 8 латов бы мог бы прожить? Угу. И еще один сразу вопрос. Добрый день, слушаем вас. Добрый день. Хотелось бы задать вопрос по поводу Парекса. Все-таки дело ничем не закончилось. Будет ли ваша партия или вы конкретно, как премьер и как политик, добиваться того, чтобы были все-таки найдены виновные и понесли наказание, ответственность за этот парк здесь? Угу. Да, наверное, по детским пособиям сначала, да, потом по Парексу. Да, что касается детских пособий, то Министерство благосостояния сейчас рассматривает возможности дифференцировать эти пособия в соответствии с реальными доходами семьи. То есть у тех людей, которые достаточно обеспечены, я думаю, эти 8 латов ничего не значат. А для тех семьях, у которых сложная финансовая ситуация, эти пособия можно также повышать. Но для этого нужно эти пособия дифференцировать. То есть действительно платить тем, которым эти пособия нужны. Что касается Парекс, то мы знаем, что Министерство финансов уже несколько лет назад обратилось в Генпрокуратуру как раз с заявлением о перенятии, процессе принятия Парекса, и сейчас проводится следствие. И также уже новое руководство банка Парекс также обратилось насчет действий бывших акционеров Парекса. То есть, сейчас правоохранительные органы над этими вопросами работают. Угу. Да, может быть, один из последних звонков. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Да, добрый день. Господин Домбровский, вот вы говорите, на пенсии денег нет, да? В прошлом году, несмотря на то, что вы говорите, что денег нет, вы себе, министрам и всем остальным подняли зарплаты на 300 лат. Вам не стыдно? Угу. Это интересно, я, правда, по поводу министров не слышал. Видимо, речь идет о сотрудниках аппарата. Информация полностью не соответствует действительности, поскольку министрам и лично также премьеру уже в 2009 году мы уменьшили зарплаты на 20%. И, скажем, как премьер сейчас я получаю номинально меньше, чем, скажем, я получал как министр финансов в 2003 году. То есть, действительно, министрам и также премьеру зарплаты мы уменьшили. Также мы уменьшили зарплаты самым хорошо оплаченным чиновникам. Тоже ввели единую сеть оплаты труда, и все зарплаты значительно уменьшили, как раз больше уменьшили те зарплаты, которые были побольше. Угу. Еще один звонок. Добрый день, слушаем вас. Добрый день. Вы знаете, слушая нашего премьера, такое ощущение, что он где-то вообще непонятно в какой стране живет, да? Начнем с того, что такое ощущение, слушая его, что люди как будто никуда не ездят, да? Можно подумать, не знают цены за границей какие. Все время говорят, ой, за границей это дорожает, то дорожает. А на самом деле у нас жизнь в 10 раз дороже, чем там. Это во-первых. Во-вторых, у них что, кроме как делить и отнимать, они в школы вообще не учили их ничему другому? Ясно, это, наверное, да. Еще один звонок. Пожалуйста, слушаем вас. Господин Домбровский. Да, пожалуйста. Вы меня слышите? Да, пожалуйста, да. Скажите, пожалуйста, какое взыскание вы понесли за то, что отобрали деньги у пенсионеров? Если не понесли, то почему не понесли? Угу. И скажите, пожалуйста, действительно, сколько можно заниматься демагогией? И вы можете извиниться сейчас прямо перед зрителями, что вы хотели украсть деньги у пенсионеров? Угу. Ясно. Это та история, которая была связана с консолидацией бюджета. Но по поводу действительно цен, я бы так переформулировал вопрос. Многие действительно заметили, что цены в Латвии почему-то, не знаю, на многие, по крайней мере, товары, не продукты, дороже, чем в Германии. В чем тут фокус? Что касается цен, то это, конечно, зависит от тех групп, которые у нас есть. То есть есть группы
услуг, которые у нас значительно дешевле, чем в той же самой Германии, как, скажем, коммунальные услуги у нас в несколько раз дешевле, публичный транспорт у нас тоже значительно, общественный транспорт тоже значительно дешевле. То есть есть ряд услуг, которые у нас гораздо дешевле, чем в Германии. Есть также некоторые группы товаров, где цены, к сожалению, больше, и здесь это можно отнести на многие группы товаров. Некоторые продукты питания, продукты, также, скажем, одежда, электроника. В основном это зависит от того, что в Латвии рынок меньше, и, конечно, цены на дистрибуцию, на другие услуги, соответственно, на одну единицу продукта получается больше. И конкуренция, опять же, в той же самой Германии все-таки более сильная, и это сжимает цены вниз. То есть здесь действительно проблема, что у нас довольно маленький рынок, и есть ряд продуктов, у которых у нас цены выше. То есть, если посмотреть на услуги, я бы сказал, услуги у нас дешевле, чем в Германии, но что касается товаров, то есть ряд товаров, где цены выше, поскольку у нас действительно очень маленький рынок. Может быть, тогда последний звонок сейчас примем. Добрый день, слушаем вас. Добрый. Да, добрый день. Вот я хотел бы спросить у господина Домбровского такой вопрос. Насчет людей, которые уехали за границу. Это же колоссальное количество трудоспособного населения. Вот как вы планируете возвращать наших сограждан, чтобы работали они здесь, а не за границей, и приносили доход здесь? Ведь не секрет, что в экономике нужны люди, не только деньги. Да, это такой актуальный вопрос всегда, потому что многие говорят о том, что иначе нам придется завозить гастарбайтеров. Да, это очень серьезная проблема. Мы видели это в 2004-2005 году, сразу после того, когда Латвия присоединилась к Евросоюзу, что десятки тысяч людей уехали за границу для поисков работы. Но потом мы также видели, что с ростом экономики, с ростом зарплат, с возможностью найти работу, этот процесс не только остановился, но и даже пошел в обратную сторону. То есть люди стали больше возвращаться. Конечно, весь этот рост оказался пузырем, который лопнул, но все-таки это показало тенденции. То есть если есть рост экономики, если есть возможность найти работу, хорошо оплачиваемую работу, то люди не уезжают. И именно поэтому в программе Vienotība очень большое внимание уделено как раз для того, как обеспечить стабильный рост экономики. И это, в принципе, тогда, может, люди начнут возвращаться. Вы все-таки надеетесь на это, да? Я думаю, что основа здесь как раз экономика. Да, вот на этой, может быть, оптимистической ноте, с надеждой, что все-таки начнут возвращаться наши люди, мы закончим интервью с премьер-министром Валдис Домбровским. У нас был в студии. Большое спасибо. Спасибо.